Тут дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей. Эти слова Федора Михайловича Достоевского давно уже стали цитатой, которые часто повторяют священники, и которые не отрицают люди, далекие от церкви. Хотя что значит «далекие»? В храм не ходят, не знают, как перекреститься, да и креста, может быть, не носят. Но случись что, губы сами собой шепчут: «Господи, помилуй, Господи, помоги». Думаю, срабатывает генетическая память. То, что не подвластно разуму, то, что идет из сердца. Так было и на войне. Перед боем солдаты крестились, вспоминали Бога и рассчитывали на Его милость порой больше, чем на стратегию. Вера – понятие глубокое, многогранное, но всегда однозначно искреннее. Вера она не от разума, вера она из души. И это самое ценное, что есть в личности. Человек, имеющий веру, всегда заметен в толпе. Этот человек всегда идет своим путем, несмотря на трудности и препятствия. Таких людей не так много, потому что идти выбранной дорогой не так просто. Всегда находятся люди, которые захотят помешать, подставить подножку. Так было во все времена, и здесь нечем удивляться. Даже самое благое, казалось бы, дело часто не встречает поддержки. Когда 30 с лишним лет назад в Казанском университете был создан поисковый отряд «Снежный десант», и студенты начали выезжать на места боевых сражений Великой Отечественной войны с тем, чтобы найти останки солдат и захоронить их, далеко не все с одобрением приняли новое начинание. А оно действительно было новым в стране. И только когда о «Снежном десанте» написала «Комсомольская правда», казанские поисковики получили не только одобрение, но и последователей из разных уголков страны. У истоков «Снежного десанта» стоял тогда просто студент, сегодня заслуженный человек Михаил Черепанов. В мае 1989 года в Советском Союзе тогда еще произошла первая всесоюзная вахта памяти. Причем это была не стандартная традиционная вахта памяти, когда молодежь, комсомольцы, пионеры просто возлагали какие-то цветы, какие-то венки к памятникам погибших, и были какие-то митинги, какие-то демонстрации, или выставки, или какие-то концерты с фестивалями, как это и сегодня происходит. Нет, это была конкретная экспедиция по розыску останков погибших солдат. Причем впервые ЦК ВЛКСМ, наш комсомол, признал, что это проблема государственная. Мне даже дали возможность обратиться ко всей стране в самой тиражной тогда газете «Комсомольская правда» 9 мая 1988 года, обратиться ко всей стране с вопросом: имя твое неизвестно. А почему? А кто ты искал? И вот здесь я впервые от имени бойцов «Снежного десанта» Казанского университета всем советским гражданам задал вопрос: почему мы боялись сказать о том, что у нас сотни тысяч незахороненных солдат? Они буквально в городских чертах. Вот здесь я привожу пример: 46 километров от Великого Новгорода, станция Мясной Бор. «Комсомольская правда», рассказав об этой нашей экспедиции, вот здесь как раз участники первой экспедиции, студенты Казанского университета пединститута, сборная команда нашего «Снежного десанта», которые принимали участие непосредственно в раскопках под станцией Мясной Бор, Мостки, это Новгородский район Великого Новгорода. И вот тогда как раз я, конечно, еще задел такой вопрос изучения истории, вот этих белых пятен. Мы столкнулись с тем, что в точности до наоборот. За какую операцию не возьми,
Потери неизвестны, герои неизвестны, подвиги неизвестны, результаты неизвестны. Даже у блокады Ленинграда, даже у подмосковной битвы в Волоколамском районе, то, Господи, даже на Мамаевом кургане, забегая вперед, скажу, до сих пор неизвестны полные потери нашей Красной Советской армии в годы Второй мировой войны. Не рассекречены до сих пор. Прошло много лет, и ни разу Михаил Валерьевич не изменил себе и своему поисковому делу. Он воспитал не одно поколение поисковиков, приобщил к этому делу и своего сына. И сегодня у нас в Татарстане, наверное, о Великой войне он знает больше многих ученых-историков, потому что шел практическим путем. Сегодня и гражданская война в поле их зрения. Наша недавняя командировка в Верхнеуслонский район. Вдоль старой дороги на Самару, на Симбирск, здесь шли окопы, капитальные, хорошие такие окопы, оборона сентябрь 18 года, в которой сидели солдаты Белой гвардии, белочехи, как мы их называем сейчас. Оттуда, с той стороны, с села Спасское, наступали красногвардейцы 5-й армии, латышские стрелки, как вот известно по документам. Вот представьте, идет окоп вдоль дороги, и вдруг на территории окопа появляется курган. Курган, сколько? 2 метра высотой, может даже и побольше. Причем курган, в котором появляется много колючей проволоки. Ни справа, ни слева никакой колючей проволоки нет. Того времени двужильная, настоящая колючая проволока царских времен. И этот курган почему-то окружает со всех сторон колючая проволока, и именно на нем растут деревья на этом кургане. Понятно, что им уже, этим деревьям, где-то поменьше 100 лет. Во всяком случае, они пронизывают полностью все, что было под землей, копаная земля. Почему там культурный слой, видно, что там находки идут. И вот почему вызвал подозрение этот курган, потому что он явно неприродный. Это явно насыпанное. Зачем на обороне, на линии обороны насыпать курган? Тут два варианта. Либо пулеметное гнездо, а там нет никакого гнезда. Гильзы там только 2-3 всего штучки. Либо это был блиндаж, блиндажа нет точно. Никаких следов от настилов нет. Значит, это что-то там закопано. Третий вариант. Значит, закопано так, чтобы никто не хотел откапывать и не мог. Вот в чем интрига. Это не природное озеро. Это воронка снаряда. Причем снаряды, видимо, прилетали со всех сторон. И со стороны Красной армии, и потом уже с Волги, когда красные приплыли на кораблях и обстреливали эту линию обороны с Волги. Вот откуда шрапнель, которую мы сейчас находим, эти свинцовые шарики. Вот как раз при взрыве снаряда образовалась такая воронка, и разлетались вот эти самые шарики. Колючая проволока с этой стороны обнаружена, колючая проволока с той стороны обнаружена, где небольшая яма. И колючая проволока обнаружена с этой стороны. То есть вывод какой делаем предварительно, что данный массив центральный со всех сторон был окружен колючей проволокой. Где копает Тимофей, а во вторую экспедицию были обнаружены гильзы и шрапнели. Где копает Настя и Эльвина, в последнюю экспедицию, в третью, были обнаружены шрапнели, причем разного калибра, то есть как минимум 2 снаряда. И примерно вот такой осколок от снаряда артиллерийского был обнаружен. То есть реально были боевые действия. И если вы обратите внимание на этот искусственный холм и на нулевой цикл вот этой поляны, как говорит Михаил Валерьевич, однозначно здесь что-то есть. Когда местные ребята сюда пришли за металлоломом, они сразу нашли, именно уже на поверхности, нашли и колючую проволоку, эти вот гильзы от винтовки Мосина.
Причем на гильзе маркировка 15 и 16 годы. Тульский завод. И потихоньку мы, когда начали перебирать вот это вот, значит, песок, оказалось, что вдоль колючей проволоки как раз и пошли шрапнель, осколки снарядов. Хотя мы углубились уже на 2 метра, по сути дела, да? Последний осколок от снаряда как раз попался на глубине 1,5 метра. То есть культурный слой идет, так называемый, как его археологи называют. И вот почему нам так кажется, что это не просто какой-то там природный холм, и осколок никак не мог туда попасть сквозь землю так глубоко. Это, конечно, была уже какая-то яма, в которую попали и шрапнели, и гильзы, и вот этот осколок. Но вот зачем эту яму потом засыпали так высоко, да еще и колючей проволокой обмотали, вот это вопрос. Ну, будем надеяться, что там что-то еще есть. Просто там все плотнее и плотнее грунт, потому что 100 лет уже прошло. Естественно, этот грунт очень тяжело копать. Но тем не менее, вот буквально Настя вот тут вот нашла 2 шарика этих самых шрапнелей. Ну, у нас предположение, что здесь люди. Вот если бы я был офицером, и мне надо было что-то спрятать, я бы в этом лесу нашел именно такое дерево, особенное. И вот все бы спрятал вот сюда. Во-первых, это хорошая линия обороны, оно было пониже, и винтовку можно вставить вот сюда. Вот. Красные наступали оттуда. То есть это готовое, по сути дела, оборонительное гнездо. Винтовка у тебя здесь. Стреляй по врагам, прячь туда гранаты. Идеальная оборона. Просто идеальная. Существует мнение, что современная молодежь путает Жукова с Суворовым, что в учебниках недостаточно информации, поэтому школьники и студенты черпают знания из интернета. Все это, конечно, имеет место быть. Но есть и другие ребята. Есть те, кто хотя бы однажды выехал в экспедицию с Черепановым. Эти ребята к Великой Отечественной войне относятся по-иному. Эти ребята видели благодарные слезы людей, когда им вручали солдатские медальоны, найденные рядом с останками их дедов и прадедов. Михаил Валерьевич человек негромкий. Он общается на равных с ребятами из своих поисковых групп и с высокими чиновниками. Для него не важны чины и должности. Он просто делает свое дело. Невероятно и неправильно, но это факт. Сегодня в школе практически всю Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну проходят за 7 часов. При таком подходе наши дети и Наполеона, и Суворова, и Жукова отнесут к одной войне, которая будет им видеться просто страшной сказкой. Потому что не будет личной связи с прошлым, не будет сопереживания и семейной памяти. Хотим мы этого? Конечно, нет. Михаил Валерьевич вместе со своими сподвижниками доказывает это делом. Сегодня сотни людей благодарны им за поднятые из забвения имена, за заботу о памяти героев, за внимание к каждому рядовому солдату войны. Мне доводилось слышать не раз на каких-то встречах и мероприятиях короткую фразу «О, Черепанов!» И дальше хорошее такое мужское рукопожатие. И был в этих словах и пересечении рук глубокий смысл уважения.